дом, детский дом. Детский дом, это у них стадион. Огромный. Стадион. Пока еще никто не играет, все в снегу. Это улица 40 лет в Коми. Вольная борьба у них там, смотри, написано, это все. Да, у них секции по футболу проходят и борьба, да. Так, слева у нас В окна не видит. нет, 10-я школа, а справа коррекционный садик. Коррекционный по зрению, насколько я знаю. У них такая веселая веранда. Сейчас дойдем. Лужи. О! Кто-то нарисовал. И долго уже этот рисунок. Радует всех. Веселенький такой. Так, и мы сейчас вышли на улицу Гоголя. Тут у нас все дач. Ух ты, какая собачка. Такой частный сектор. И они живут в своих домах, можно сказать, в городе. Вот это единственная вот эта 9-этажка. И вот по Дзержинскому 29. Тоже 9-этажка. Все. Остальные все 5-этажечки, 4-этажечки и частный сектор. Гоголя 17А. Уже возвели какое красивое здание. Там тоже коттеджик высокий. Здесь Гоголя 15А. Побелили. Старенькая такая, наверное, мазанка еще. И очень симпатично выглядит. Сырышка, конечно, там уже покосившаяся. Ну, тут живут. 17Б. Желтый кирпич. Но это не кирпич, это уже облицовка. А мы хотим дойти до Чебьюшечки. По мостику раньше мы сюда ходили. Спортивный зал. Здесь потом надо стоять. Может, там пойти. Ну да, в принципе, хорошо держит дорогу. Ну, что тут, ну? Ага. Тут это глаз. Нигде не бросал. Вау! Раскрылась. Он засранный у нас, ужас. Да, мостик старенький. Просто засыпан. Старенький. Ну вот, Чебьюшечка. Еле-еле вода движется. Такие, знаешь, деревья старые, да, их бы срубить. Ну и вот так вот. Открывается. Солнышко, солнышко. Ну и вот тут тоже частный сектор. Гаражи, дома. Вот уже мазанка старенькая, тоже побеленная и симпатично очень выглядит. Ой, там тоже вон пластиковые окна. Уже да-да-да, уже покосился. Но окна пластиковые. Пойдем. Ступеньки берега укрепления. Да. Куда он? А такой, видишь, в таком, сказать, в полускандинавском стиле. А здесь на дереве шалаш. А, это который скандинавский, точно, это с другой стороны. Но у него такой же стиль выдержан с двух сторон. Точно, точно. А это лесной колледж, вот виднеется сзади. Здесь, не знаю, это чей участок. Продолжение у них. Не знаю. Это мы идем вот тут вот по тропинке вдоль Чебьюшки. Наверное, люди ходят, собачек по утрам выгуливают. Ну, относительно чисто. Ох, сразу видно кормушка.
Затон. Затон. Чебюшечка. Ага. Так, тут у нас. Это что за маленький такой домик? Не пойму. Где? Не помню что-то его. А, помню, помню с той стороны. Тут надо ходить зимой. На ту сторону, да, тропинка. Протоптано все. Где сайт для чего? Кто-то что-то ковырялся. Не знаю. Видно, видишь, вон елочки. Да. Подожди, это участок, который был выкуплен. Вот он. Домик. Видишь, он тебе сюда сделал выход. А, точно. Асфальт проложил. А это он, наверное, может быть, снег черпает, может, для поливки растений своих. Ну, ты, так понимаю, временное ограждение. Да мне кажется, что временно, то постоянное. Высокий профнастил-то. О, тут должны ворота. А тут на машине можно ездить? Ну, Тут проехать на машине. летом-то, наверное, можно проехать. Нет, там уже... Там и беседка внутри. Вот этот Там красивый дома. коттедж. Тут вообще с той стороны его не видно, да, вот этот? Тоже с воротами. Ну, как интересно. Что-то его и раньше не замечала, не помню его. Вот этот дом мне нравится, он тот. Да, нам с Вовой нравится вот Блин, тот он на такой углу. громадный, конечно. Огромный. Я не представляю, как они там делают уборку в том доме, но дом шикарный. Да. Там и территории нет, там всю территорию занимает дом. Смотри, видишь, забор. Я думала, за ним территория есть. Какая-то такая А тут старенькая мазанка, да? 100 лет и в воде. Ну, там живут, вон собачка охраняет, видишь? Ничего себе. Колючая проволока, да, что ли? Да. Это у нас здание Инстройгаза, да? Нет, это Стройбестуни. А Стройинвесткоми. Было когда-то, сейчас не знаю. Подожди, нет, не это. Вот Не это? следующее. Это я не знаю, что. А это может быть даже и Вот жилой, да? следующее Стройбестуни. Так, перепутали немножечко. Вон тот. Ну что, я там был. Ага. Это у них офис был. Стройбестуни. Красивые такие здания. Мощные, кирпичные. Вот такие клочки земли урвали, да? Между Чебюшечкой и Гоголя. Пустующий, мне кажется, здание. Ну да, ни жалюзи, ничего нет. Пустые окна. Забор такой интересный. И ванна. Ванна-то кто притащил? Забор уже он рассыпается частично. Ага. Ну интересно сделано, ну, а сам один забор, да, чего стоит? Ну, Да, я и говорю. не просто как он того, профнастил, а из кирпичика, причем кирпичик-то такой облицовочный. Да, и эти, конечно, железо уже красить надо. И территория у него огромная. Да. Пустая, главное, ничем не заставлена. Пустая. А это уже малосемейные общежития стоят. Вот это? Да. Или их уже сделали как под квартиры. Не как они общежитие, там, там у них длинный коридор и такие квартирочки. Ну там как? А, это не мало там семейные общежития? однушка, она ну такая, как бы А, своя просто ванна. значит, ой, такие планировки с общим длинным коридором, Ну как да. в общаге. И везде заходишь, и везде там идут уже квартиры. Да. Очень так- Это не как вот Ой. малосемейки. Она что-то меня хватает, собачка. Собачка. Ага. Вот это уже дом улучшенной планировки. Такой, даже не знаю, где у нас в Ухте еще такой дом. Мне кажется, он Мне кажется, это единственное. единственный, да. Такой. Во, а там домашний очаг вот этот красный. Это общежитие. Ой, ой, что это? Гостиница, да? Да. А зелененький это буквально частный дом. Его недавно стали восстанавливать. Тоже из старенького бруса. Его сделали, вот эти верхние этажи уже не из бруса, а как он называется-то?
Когда стены просто возводят и утепляют их. А, каркас. Каркасный. Из, Каркасный дом. Все. ну, типа, О, кусочек асфальта. да, тоже один мин. А это Дзержинского 29. Вот такое огромное. Оно самое большое здание у нас в Ухте. Тут 9 подъездов в нем. 9 подъездов и высотой 9 этажей. Рекламист, мне кажется, здесь вечно. А вот это уже Транснефть идет. Оп. Ух. Вот еще один мостик. Оп. Это уже такой крепенький мостик, правда, узенький. А тут чебюшечка. Раз. И два. Мелкая-мелкая. Ага. Сюда надо будет прийти через месяц-полтора. Тут будет вообще... Все поднимется, да. Она поднимется метра на 2. Может даже больше. Ага. Опа. Этаж какой-то наверху. Мы в цивилизацию вышли. Так, вон балкончик чей-то знакомый. Вечный ремонт.